Добро пожаловать, Шовкат! Поздравляю с очередной яркой победой. Ты одержал 3 досрочных побед в самом сильном промоушне над сильными оппонентами. Теперь ты входишь в топ-15 лучших полусредневесов. Какие чувства испытываешь? Спасибо за поздравления. Я очень рад за свою победу. Вдвойне рад, что смог обрадовать свою страну, болельщиков, семью, команду. Это историческое событие для нас, для Казахстана. Ранее не было бойцов из нашей страны в топ-15, и я рад, что оказался первым. В целом, я чувствовал, что смогу попасть в рейтинге, была такая уверенность. Я знал, что смело туда попаду. Ну, хочешь сказать, что было такое предчувствие, да? Да-да-да, было такое предчувствие. Ну, не знаю, я сильно верил в себя. Наверняка ты прекрасно чувствуешь поддержку от наших местных фанатов, но для меня важно узнать, появились ли те, кто поддерживает тебя в США, за океаном, и чувствуешь ли ты их поддержку? Да, это невозможно не чувствовать. Получаю очень много сообщений на английском в социальных сетях. Многие пишут типа «ты сильный», «ты крепкий», «you are the best», ну, что-то в этом духе. Также это я ощутил, когда после поединка с друзьями прогуливался по Лас-Вегасу. Люди подходили, фотографировались, похвалили за выступление, сказали, что выступил очень круто, пожали руки и ушли. Ну, как-то так. Ты боец команды Darteam, но однако все стали свидетелями того, как ты уже не в первый раз проводишь тренировочный лагерь в американском зале Sanford MMA. Хотелось бы узнать отношение к тебе как со стороны бойцов, так и со стороны тренеров. Атмосфера там очень крутая, со всеми в хороших отношениях. Коллектив очень дружный, все друг другу помогают. Тренировались как одна команда, как одна семья. Кстати, мне сильно нравятся тренировочные процессы в этом зале, и поэтому решил и во второй раз поехать именно туда. А в Сэнфорде есть ребята, которые выступают в твоей весовой категории. Один из них — это Гильберт Бёрнс. Знаю, возможно, тебе не хотелось бы встретиться с ним в октагоне, а все-таки в одном зале тренируетесь. А что, если придется? Да, там есть пару ребят с моего дивизиона. Один из них вышеупомянутый Гильберт Бёрнс, очень крепкий парень, находится на второй строчке в рейтингах UFC. Конечно, не хотелось бы разделить с ним октагон, потому что тренируемся в одном зале, проводим весь лагерь вместе с ним, поэтому, думаю, не буду драться против него. Вообще, в целом, те, кто тренируется в Сэнфорде, максимально стараемся не драться между собой. Но все-таки не все же в твоих руках. А что, если UFC решит так? Ну, в таком случае, я же говорю, мы максимально стараемся не драться между собой, но с другой стороны, у нас есть контракт, где четко прописан пункт, что мы не можем отказаться от поединка. Поэтому будет так, как решит организация. Мы в этом плане бессильны. Мы всего лишь бойцы, и нам остается выйти и показать себя. Вот и все. А в целом на тренировке ваши пути, хочешь не хочешь, пересекаются. Хоть по чуть-чуть вам приходится спарринговаться. Проводите схватки по грэпплингу. Как-никак второй номер рейтинга лучшего промоушена в мире. И каково тебе тренироваться с такими бойцами? Чувствовалась разница в уровнях? Они лучше тебя или наоборот? Я не могу сказать, что они лучше нас. Нашим просто так кажется, что они какие-то сверхсильные, безбашенные, а нас как бы не хотят воспринимать всерьез, так как мы только-только начали выступать там за океаном. А так в целом, я думаю, что мы не хуже них. Возможно, где-то даже лучше, но точно не хуже. А президент лиги Дана Уайт, когда анонсировал карт турнира, остановился на твоем имени и тепло отозвался о тебе. А после окончания турнира в Твиттере написал: «Теперь вы видели все. Скажи мне, пожалуйста, чувствуешь ли ты, как Дана Уайт начал относиться к тебе как-то по-особенному? То, что как он уделяет тебе внимание, и все-таки как-никак президент лиги. А ты это все чувствуешь?»
Ну, Дана Уайт, он сейчас сам становится свидетелем того, как простой парень из Казахстана может составить конкуренцию сильным бойцам. До этого они смотрели на нас свысока, не воспринимали всерьез. Наверное, думали, ну и приехал парень с рекордом 12-0, и что? Мы сейчас ему дадим сильных, ну что-то в этом духе. Дали сильных и опытных соперников, которые провели в промоушене по несколько боев, например, не стали давать дебютанта. Все это говорит о том, что, возможно, они хотели таким образом проверить меня. Теперь, когда выиграл их, люди начали говорить, что якобы мне дали слабых. Ну, что поделать. В любом случае, теперь они смотрят на нас совсем по-другому. Друзья, если наш контент нравится вам, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Мы всегда стараемся показать вам интересный и сильный контент, так что не забудьте поддержать нас. Ассаламу алейкум. Обычно в UFC бойцы, которые добились больших высот, рассказывают о тяжелом прошлом, о трудностях в тренировочном лагере и так далее. Ты провел чуть больше месяца в США в Сэнфорд ММА. У тебя были проблемы или трудности? Слава Всевышнему, в Америке у меня не возникли большие проблемы. Ну, как сказать, да, были некоторые моменты с едой. Просто мы привыкли к казахской кухне, вкусно поесть, а в Америке все по-другому. В этом плане, да, были некоторые проблемы, а так в целом все прошло отлично. Фанаты и эксперты считают тебя сдержанным, спокойным и скромным бойцом. И вправду, до боя ты не говоришь много, держишь себя хладнокровно, о лишнем не думаешь, тебе хочется поскорее выйти и завершить поединок как можно поскорее. А вот после поединка ты совсем другой человек. Тебя переполняют эмоции, тебе хочется высказаться, но из-за языкового барьера у тебя это не всегда получается. Тебе не удается донести людям то, чего ты хотел изначально сказать. Почему так происходит? Ну, во-первых, все мы люди разные, у кого-то не получается держать свои эмоции, а у кого-то это наоборот хорошо получается. Я, в свою очередь, всегда стараюсь контролировать свои эмоции, но после поединка, где ты одерживаешь победу, делать это слегка трудновато. Тебе хочется выплеснуть все эмоции. Но как вам объяснить? До поединка ты понимаешь, что нельзя терять контроль над собой. Стоишь напряженно, думаешь всегда. Но после поединка наступает облегчение. Ты расслабляешься. А почему напряженно? Ну, не будешь же бегать, танцевать перед важным поединком. Ну, некоторые же танцуют. Ну, не знаю. В любом случае, мне кажется, все они внутри себя чувствуют какой-то определенный дискомфорт. Может, не показывает все это. Вот тебе хочется побыстрее выйти и сломать соперника, да? Я бы не сказал, мне самое главное выиграть, а не сломать соперника. Я должен выиграть, иншаллах, я выиграю. Я должен выиграть, чего бы это мне не стоило. Вот о чем я думаю, и вот с таким настроем выхожу на бой. А в такие минуты у тебя проскальзывают мысли, что типа вся родня смотрит на меня, мой родной край сейчас, ну как бы трендовое слово, газует за меня. Я как бы не должен опозорить свою страну, должен оправдать все надежды и так далее. Посещают такие мысли? Да, конечно, без этого никак. Все-таки у нас в Казахстане совсем другой менталитет, поэтому в отличие от американцев, именно в психологическом плане нам труднее, нежели им. Мы много переживаем. С одной стороны, думаю, это хорошо, но с другой, это плохо. Бывают моменты, когда я соблюдаю режим, вовремя засыпаю, вовремя просыпаюсь, а они гуляют, отдыхают, расслабляются.
И такое ощущение, будто не собираются выйти на бой. Но методика другая, да? Да, у них методика чуть другая. Им никто не говорит, ты не умеешь драться. У них, если выиграешь, за тебя радуются. Если проиграешь, не как у нас. Ой, мешок ты, зачем дерешься? Ты что там делаешь в UFC? У них такого разговора нет. Наоборот, они пытаются как-то поддержать тебя, взбодрить. Говорят, вернешься сильнее, и не переходят границу, как у нас. У нас все по-другому. В социальных сетях, в частности в Инстаграме, наверное, ты тоже замечал это, многих бойцов, включая тебя, фанаты называют батыром. Как ты думаешь, ты достоин носить такое звание? Я не могу сам себя назвать батыром. Это народ должен решать, достоин я этого или нет. А кто такие батыры? И что это для тебя означает? Батыр — это тот, кто силен духом и сильный человек, кто готов отдать жизнь за свою родину, за свою семью. Сейчас многие наши фанаты из Казахстана хотят свести тебя с одним бойцом, который сейчас на сильном хайпе. С бойцом из Швеции, с Хамзатом Чимаевым. И как ты думаешь, как пройдет бой, если встретитесь с ним в октагоне? Чимаев сильный соперник, но я не думаю, что он для меня угроза. Друзья, 5 марта на Алматы-Арена пройдет грандиозный 37-й турнир NFC. Не пропустите, покупайте билеты, они уже в продаже. Бой покажет, кто сильный, а кто нет. Я сейчас не хочу говорить громкие слова в его адрес, типа сломаю, размажу. Я не хочу говорить такие слова. Я хочу сказать, время покажет. Раз мы в одном дивизионе, то рано или поздно нам придется разделить октагон. И вот тогда мы посмотрим. Отлично сказано. Как говорил ранее, ты являешься бойцом команды Дартим. Команда, которую, так сказать, начал Алидар Булатович. Наши ребята тебя встречают после боев, смотрят твои бои вместе с болельщиками. Ты чувствуешь поддержку казахстанских фанатов, но в то же время, какую роль играет для тебя команда? И важна ли ее поддержка? Да, конечно, команда, это, можно сказать, как вторая семья, потому что они лучше знают тебя, чем другие, знают, какие у тебя проблемы, травмы, знают всю ситуацию изнутри, в каком ты духе находишься, какое у тебя настроение. И думаю, это правильно, команда должна знать об этом. У нас очень дружелюбная, сильная команда Дартим. Есть сильные ребята, которые в ближайшем будущем окажутся за океаном после нас. А кто, по твоему мнению, из команды Дартим может оказаться в UFC следующим? Не только из Дартим, а в целом из Казахстана. По моему мнению, это, конечно же, Асу Алмабаев. Думаю, он сейчас готов показать себя в американском промоушне. Я уверен, что он покажет зрелищные бои. Хотелось бы услышать несколько слов о бойцах из команды Дартим, которые выступали в качестве твоего спарринг-партнера. Да, в нашей команде можно и, думаю, нужно отдельно отметить молодых, подрастающих ребят. Один из них, Асыл Алиби, недавно становился призером чемпионата мира, точнее, занял 2-е место. Думаю, это хорошее достижение. Эти ребята мне помогают подготовиться к поединку. Есть и другие ребята, которых мы приглашаем перед боем и готовимся вместе. В этом году ты провел один поединок, и нам хотелось бы узнать планы на будущее, а если быть точнее, планы до конца этого года. Не только тренировки, бои, а, например, насчет английского языка, намечаются ли какие-нибудь уроки и тому подобное. Да, мы с командой поставили цель провести еще 2 поединка по воле Всевышнего до конца этого года. И еще один момент.
Один из главных задач сейчас является изучение английского языка. Поэтому, думаю, уже сейчас мы должны начинать процесс обучения. Было бы круто в конце года понимать и свободно выражать свои мысли на английском языке. Ну, наверняка ты уже общался с матчмейкерами, командой, с представителями лиги перед приездом домой. И как ты думаешь, кто может стать твоим следующим оппонентом? Что касается следующего соперника, то вы все знаете, изначально я бросил вызов Мишелю Перейре, и, возможно, в UFC услышат меня и вполне могут дать этого бойца. А если нет, то готов драться с любым топовым соперником, кто находится выше меня. И вот пока планируем так, а дальше уже посмотрим. Ну что ж, Шавкат, спасибо тебе за то, что нашел для нас время. Тебя впереди ждут большие работы, поэтому хочу пожелать тебе успехов в предстоящих выступлениях, крепкого тебе здоровья и семейного счастья. Ни шагу назад, только вперед. Друзья, с нами был Шавкат Рахмонов, батыр казахского народа.